Сегодня на боевое дежурство в Коми заступили все лесные пожарные. Летная и наземная техника готовы противостоять огню. В республике 6 лесопожарных станций. Виктория Палкина в деталях о подготовке экстренных служб. Тихий шум катка на взлетно-посадочной полосе в Емве означает только одно – уже скоро здесь сядет первый этой весной Ан-2. К встрече с Аннушкой готовятся в железнодорожном авиаотделении регионального лесопожарного центра. После схода снега 700-метровую площадку сначала грейдеруют, потом укатывают, переводят в порядок и рулежку. Эта взлетка в почете у летчиков, удобная и безопасная. Летом всегда почти ветер дует по полосе. Вот ветроуказатель у нас стоит. И мы смотрим, с какой стороны это можно посадку. Садимся против ветра. И у нас эта взлетная полоса немножко бугром. И она и для взлета как бы улучшает взлет. И при посадке лучше садиться. Все летчики говорят, полоса у вас хорошая. Завезли и первую партию горючего. Цистерна для заправки соседствует с взлетно-посадочной полосой. 15 кубов хватит ненадолго. С поставками топлива проблем не будет, уверены в этом авиаотделении. За одну заправку Ан-2 полностью заправленный берет 1200 литров. Это примерно на 6 часов полета. И вот в зависимости от интенсивности полетов этой емкости хватает. По мере уменьшения топлива завозится снова. Топливо идет с Иваново, прямо с завода. Авиаотделение в Емве открыли 10 лет назад. Сегодня здесь работают 12 десантников пожарных, водителей, летчик-наблюдатель и свой радиооператор. Программа позволяет наблюдать за всеми лесами Книшпогосского района. 3 камеры установлены в самой Емве, Синдаре и Ченеворике. Лесные массивы мы осматриваем посредством прохода 360 градусов, камера направлена на лес, и можем определить направление, азимут, где дымы. То есть в хорошую погоду хорошо наблюдается, можно направление, потом мы эти координаты снимаем, отправляем, если не ясно, лесничим, они подтверждают, а если есть самолет, осматривается, то есть по маршруту идет, направляется. Пока радиооператор пристально следит за Пармой, на лесопожарной станции в Емве проверяют готовность техники, пересчитывают запасы провизии. В меню лесных пожарных – рис, греча, перловка, на сладкая сгущенка. Весь провиант уже доставили. Дополнительно закупили ручной инструмент – каски. Укладывается в этот грузовой контейнер все необходимое имущество, то есть это спальные мешки, коврики, надувные палатки. Бензопила, мотопомпа, рукава заборные, напорные. Все необходимое для тушения лесного пожара. Автопарк железнодорожного авиаотделения регионального лесопожарного центра прошел техосмотр. На боевое дежурство выйдет и этот новенький УАЗик. Здесь есть все для тушения лесных пожаров. Лесопожарную технику обновляют каждый год. Оперативно закупают и запчасти. Ведь там, в горящем лесу, может случиться всякое. И реагировать на поломки нужно оперативно. Бывает хорошо, ходят, сезон работают, не подводят. Бывают ситуации, случаются и на пожарах в лесу как бы ломаются. Соответственно, сразу же принимаем меры, закупаем запчасти, подвозим там либо вертолетом, авиация, либо, если есть возможность, наземным путем, привозим прямо на место туда. Не только летать, ездить, но и плавать готовы лесные пожарные. Таковы особенности наших северных лесов. Многочисленные речушки, болотная местность – все это требует транспортной мобильности от таежных огнеборцев. Вот последняя новинка. Тест-драйв провели, а в реальной ситуации еще не проверяли. Данное маломерное судно подготовлено к пожароопасному сезону. Все проверено, загружено, заправлено, дополнительный моторчик стоит аварийный. Все, и то есть если возникнет ситуация на возникшем пожаре где-то вблизи водоема, то есть мы его вывозим на водоем, и катер пошел для доставки группы на пожар. И все же главная сила лесных пожарных – это авиация. В этом пожароопасном сезоне на дежурство заступят 8 самолетов малой авиации для патрулирования ситуации, 2 самолета Ан-2 и 6 вертолетов.
У нас авиапарк будет размещен по мере прохождения непосредственно и развития ситуации с лесными пожарами. Но основные точки это у нас, как всегда, Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора, Усть-Кулом, Троицко-Печорск. 10 летчиков-наблюдателей уже готовы выйти в свои рейсы по всей республике. Еще 154 человека подготовлены для тушения лесных пожаров. В той же Емве, к примеру, работает одна из самых молодых группировок. Для многих лето 2023 станет вторым в борьбе с огнем. Люди уже некоторые набрали опыта в тушении лесных пожаров, потому как по прошлому году работали у нас 2 группы десантников пожарных, они первогодки были только обучены, но и сразу вступили в бой неравный со стихией. А сейчас уже они 6 человек, это вот уже ребята, которые отработали уже 2-й год. Они работали в прошлом году в Кургане в командировке, а в этом году готовы приступить к своим обязанностям, к тушению лесных пожаров. Учатся не только десантники пожарные. Уникальная профессия летчика-наблюдателя для борьбы с лесными пожарами требует постоянного повышения квалификации. В России около 300 таких специалистов. Природа, лес, он нас, можно сказать, и кормит. В таких регионах многие люди ходят в лес за грибами, за ягодами. Его надо беречь, я считаю. Так что, ребята, не стесняйтесь, идите в лесохрану. Хорошая профессия, достойная, настоящая мужская работа. Во многом от летчика-наблюдателя зависит успех борьбы с огнем и безопасность парашютистов-десантников и экипажа воздушного судна. Лесной штурман обнаруживает очаг, передает информацию и принимает единственно верное решение по спуску или расчету прыжка с учетом анализа целого комплекса навигационных, лесопожарных, погодных, ландшафтных и других факторов. Курс подготовки летчика-наблюдателя длится 7 месяцев, и у него ходят такие дисциплины, как, прежде всего, это авиационная дисциплина – это воздушное право, самолетовождение, парашютная подготовка и воздушная тренировка по спускам с вертолета. Далее идут лесные дисциплины – это лесное законодательство, охрана лесов от пожаров, авиационная охрана лесов, взрывное дело. Новшеством этого лесопожарного сезона станет новая взлетно-посадочная полоса. Аэропорт «Соколовка» был выбран не случайно. Удобное географическое положение, необходимая инфраструктура. Базироваться здесь будет Ан-2. Здесь уже прошли первые тренировки. Но к пожароопасному сезону сами лесные пожарные начинают готовиться задолго. Отрабатывают прыжки, поддерживают хорошую физическую форму. Приготовиться, пошел. 501, 502, 503, кольцо, купол. Но своих профессионалов для борьбы с огненной стихией может не хватить. А потому лесопожарный центр уже объявил о наборе временных сотрудников. Готовы трудоустроить 118 человек. Для этого из регионального бюджета дополнительно выделили 30 миллионов рублей. Надеются и на помощь добровольцев. При каждом сельском поселении создаются добровольные пожарные дружины из местного населения. Они оснащаются пожарным инвентарем тоже. И в случае нехватки сил и средств специализированных наших организаций, они будут дополнительно привлекаться на тушение лесных пожаров. Плюс вот эти бригады, они сами самостоятельно привлекаются для тушения лесных пожаров, которые возникают на территориях сельских поселений, не на землях лесного фонда, а на территориях сельских поселений. Вот так в прошлом году 2 лесных пожара, которые расположены на землях сельских поселениях, были потушены силами добровольных пожарных дружин сельских поселений. Диспетчерский пункт лесопожарного центра работает в круглосуточном режиме. Вот так сегодня выглядит карта Коми. Пока из активных значков лишь дислокация авиации. И прогнозов, как долго здесь не появится вот такой условный значок, никто не может дать. Остается надеяться лишь на сознательность жителей региона и благосклонность матушки природы.